Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak, bunlar bir soydur. Уважаемый Михаил Владимирович, уважаемые участники заседания. Прежде всего, хотел бы выразить особую признательность председателю правительства Российской Федерации, уважаемому Михаилу Владимировичу Мишустину, за проявленное гостеприимство и очень высокий уровень организации сегодняшнего заседания. Хочу пожелать успехов Российской Федерации в осуществлении председательства в СНГ в 2024 году. Также хочу поздравить Кыргызскую республику с успешным председательством в текущем году. Пользуясь случаем, также передаю искренние поздравления уважаемому премьер-министру Республики Казахстан Алихану Асхановичу Смаилову и присоединяюсь ко всем добрым пожеланиям, которые были высказаны. Уважаемые участники заседания, несомненно, СНГ выступает важной площадкой для диалога и взаимодействия между государствами-участниками во многих сферах. Азербайджан придает особое значение дальнейшему расширению и укреплению двухсторонних связей, что является залогом успешного взаимодействия в формате СНГ. Регулярные контакты на межправительственном уровне позволяют вести плодотворный диалог по всем направлениям двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также своевременно реагировать на различные вызовы и риски. Сегодняшнее заседание – это хорошая возможность вновь обменяться мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. Отрадно, что сегодняшняя наша повестка посвящена культурной тематике. Пласт культурно-гуманитарного взаимодействия наших стран имеет большой потенциал. Ежегодное объявление культурных столиц и тематических гуманитарных годов в рамках СНГ вносит свою лепту в расширение гуманитарного взаимодействия стран Содружества. Пользуясь случаем, хочу особо отметить вклад города Санкт-Петербурга Российской Федерации в статусе культурной столицы в текущем году в развитии межкультурного диалога стран СНГ. Также поздравляю Республику Узбекистан в связи с объявлением города Самарканд культурной столицей Содружества независимых государств в 2024 году. Азербайджан вносит свой большой вклад в наращивание культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках СНГ. В нашей стране регулярно проходят различные мероприятия в этой сфере, которые собирают деятелей искусства, культуры, науки и образования. Азербайджан стал уже традиционным пространством для проведения подобных мероприятий. Конечно, это зиждется на географических, исторических и культурных основах, на многовековых традициях мультикультурализма, присущих нашему народу. Азербайджанская республика является многонациональным и многоконфессиональным государством. Представители всех национальностей и религий веками проживают в нашей стране в условиях мира, согласия и дружбы. Все они, независимо от национальной и религиозной принадлежности, являются нашими равноправными гражданами. Этот факт мы сегодня еще раз констатируем с этой высокой трибуны. Наша страна активно продвигает межкультурный диалог через многочисленные международные платформы. Положительно сказывается на укреплении гуманитарных связей и взаимодействия в сфере спорта. Спортивные соревнования, хотя и носят сугубо спортивный характер, в то же время служат укреплению межкультурного диалога, созданию атмосферы доверия и взаимопонимания между народами. Именно сквозь эту призму мы рассматриваем третьи игры стран СНГ, которые в 2025 году пройдут
во втором по величине городе Азербайджана Гянже. Убежден, что эти игры будут способствовать дальнейшему укреплению и развитию гуманитарного взаимодействия в рамках СНГ. Уважаемые коллеги, важным направлением сотрудничества между нашими странами является торгово-экономическая сфера. Азербайджан принимает активное участие в экономическом сотрудничестве в рамках Содружества. В прошлом году объем товарооборота Азербайджана со странами Содружества вырос почти на 30%. По итогам 10 месяцев текущего года фиксируем рост еще на 17%. Налажено взаимовыгодное сотрудничество в транспортно-транзитной сфере, где приоритетным проектами выступают транспортные коридоры Восток-Запад и Север-Юг. Азербайджан продолжает модернизацию своей транспортно-логистической инфраструктуры, которой активно пользуются многие из наших партнеров по СНГ. Мы также тесно взаимодействуем в рамках Содружества для расширения пропускной способности вышеуказанных коридоров. Уважаемые участники заседания, пользуясь возможностью, хотел бы еще раз выразить твердую решимость Азербайджана продолжать усилия по укреплению мира и безопасности в регионе. С учетом недавних позитивных сигналов считаем крайне важным продолжение конструктивного диалога на этом направлении. Рациональное использование возникшей исторической возможности позволит достичь долгожданного мира в регионе, даст всем людям нашего региона надежду на мирное и безопасное сосуществование. На этой оптимистической ноте я бы хотел пожелать всем участникам заседания плодотворной работы и поздравить с наступающим Новым годом. Еще раз в заключение выражаю уважаемому Михаилу Владимировичу искреннюю благодарность за высокое гостеприимство и прекрасную организацию сегодняшнего заседания. Спасибо за внимание. В этом небольшом репортаже мы представим информацию об Азербайджанском университете АДА, который считается одним из лучших и может предоставить хорошие качественные знания для молодежи Кыргызстана. Кроме того, предоставить хорошую квалификацию для практикующих специалистов. Прежде всего, отметим, что университет АДА выделил место для кыргызстанских выпускников и студентов для бесплатного продолжения обучения по дипломатическим и другим специальностям. Об этом мы сообщим отдельно, а пока представим краткий рассказ об истории университета АДА и некоторых моментах. История университета начинается с 2006 года. Так, в марте 2006 года было создано высшее учебное заведение под названием Азербайджанская дипломатическая академия при Министерстве иностранных дел Азербайджана. Указом президента Азербайджанской республики от 13 января 2014 года университет АДА был создан на базе дипломатической академии Министерства иностранных дел Азербайджана и Университета информационных технологий в Азербайджанской республике. Его основная цель – подготовить мировых лидеров в области дипломатии, связей с общественностью, бизнеса, информационных технологий и системной инженерии. Основателем академии является Хафиз Пашаев, заместитель министра иностранных дел Азербайджана и бывший посол Азербайджана в Соединенных Штатах Америки. В одном из следующих выпусков нашей телепередачи мы расскажем вам о знаменитом дипломате Хафизе Пашаеве. С 2012 года он работает в новом кампусе «Зеленый и умный», расположенном недалеко от парка Деде-Кордук в Баку. С 2009 года преподает на уровне магистра, с 2011 на уровне бакалавра.
Съемочную группу передачи «Мост дружбы» пригласили на церемонию вручения сертификатов участникам из 17 стран, которые были приглашены на семинар повышения квалификации, организованный в университете АДА. Помощник президента Азербайджана, зав. Отделом иностранных дел администрации президента Азербайджанской республики Хикмет Гаджиев вручил сертификаты участникам из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и других стран. Мы взяли интервью у некоторых получателей сертификатов. Мы договорились продолжить сотрудничество с университетом АДА. Фарид Муалим, у вас проходит вручение сертификатов. Добро пожаловать в наш университет. Как вы знаете, наш университет был создан 16 лет назад. Он начинал как дипломатическая академия. Сейчас он называется АДА университет. И периодически в нашем университете каждый год проходят курсы для дипломатов, для иностранных представителей. Это краткосрочные курсы, которые длятся неделю, 2 недели. И посредством этих курсов мы рассказываем иностранным дипломатам про наш регион, про внешнюю политику Азербайджана, про энергетическую политику Азербайджана, про экономику, транспортные проекты в регионе. Я думаю, что вот участие дипломатов и представителей из Кыргызстана на самом деле очень обогатило нашу программу, потому что в последние годы между нашими странами очень сильно идет политический диалог, очень сильно растет товарооборот, и мы стараемся углубить наши отношения. Поэтому вот такие визиты молодых дипломатов, когда они учатся у нас, наши едут учиться у них, это, конечно, помогает нашему взаимодействию, сотрудничеству. Я думаю, что в дальнейшем мы тоже будем это продолжать. Да, у нас есть специальная программа стипендиатов для иностранных бакалавров и магистров. Мы оплачиваем им обучение здесь, в Азербайджане. Они живут в наших квартирах, они учатся в Баку. И таким образом мы увеличиваем количество наших иностранных друзей. То есть эти ребята, которые заканчивают наш университет, потом становятся друзьями Азербайджана. На данный момент у нас учатся студенты из 45 стран. И вот буквально недавно, 5 ноября, в Будапеште прошел первый форум выпускников, иностранных выпускников АДы. Очень хорошее мероприятие было. Будем в дальнейшем тоже увеличивать количество студентов и будем активно работать с нашими выпускниками. Значит, вот это короткое время вы очень много информации нам передавали. И мы, наверное, в следующих программах про АДА подробные репортажи будем представлять. Еще нашим кыргызстанским студентам что хотели сказать? Как раз вот хотел закончить свое интервью тем, что обращаюсь к молодежи Кыргызстана. Мы их ждем в Баку. Пусть они приезжают учиться у нас. В университете АДА образование на английском языке. Очень хорошие условия, современный университет. Много иностранных преподавателей. У нас есть обменные программы с ведущими вузами Европы. Поэтому приглашаем молодежь Кыргызстана. Пусть обращаются к нам, пусть пишут свои заявки. Будем рады их видеть в Баку. Жанна Ханым, добро пожаловали в Азербайджан. Что вы тут делаете? Чем вы занимаетесь? Почему вы оказались в Азербайджане? Пожалуйста, представьтесь. Меня зовут Джанара Самойбекова. Я представитель дипломатической академии Министерства иностранных дел Кыргызской республики. Приехали сюда исследовать Каспийский бассейн, изучать культуру, историю, внешнюю и внутреннюю политику Азербайджана. Вы впервые в Азербайджане? Да, впервые. Как она вам понравилась?
очень понравилось. Очень добрые, приветливые люди здесь. История, кухня просто божественная. Еще что привлекло ваше внимание в Азербайджане? Мы вчера ездили в Агдам-Сити. Очень понравилось то, что представители Азербайджана показали и рассказали нам историю этого города, о том, как было до, как стало после оккупации. Вот. Очень рада, что все хорошо заканчивается для Азербайджана, так что да. Сколько вы уже находитесь в Азербайджане? Сегодня 6-й день. И посещали какое-нибудь знаменательное, то есть достопримечательное место Азербайджана? Если да, то где? Старый город. Очень интересно. Он большой, красивый, исторический. На каждом шагу истории прям пахнет. Язык у нас одинаковый, мы понимаем друг друга, как бы на кыргызском можно разговаривать и понять друг друга, да. А так, можно сказать, внешности, наверное, отличаемся, да. А что вы попробовали азербайджанскую кухню? Что вы ели эти дни? Эти дни? Мы попробовали долма, плов, очень вкусный плов. Также шашлыки ваши очень вкусные. И варенье. Супер варенье. Да. Это согласна с вами. Да. А люди какие они? Люди доброжелательные. Мы как братья, если честно, не вижу разницы. Так что даже так? Да. Как понимаем друг другу, делаем скидки на базарах, так что все хорошо. А какие у вас перспективы с Азербайджаном сотрудничества или работать, и приедете, или это просто так приехали, посмотрели? Нет, у нас в Дипакадемии есть меморандум с Ада University, так что да, у нас уже есть сотрудничество. Что вы хотите отсюда нашим кыргызстанцам пожелать? Желать, приезжайте в Баку, изучайте историю и культуру Азербайджана. Все. Наргиз Исмаилова, руководитель отдела повышения квалификации и тренинг-программ. Мы только что закончили программу Caspian Basin Studies для представителей более чем 15 стран. У нас было 27 человек, и в нашей программе участвовали такие страны, как Аргентина, Бразилия, Узбекистан, Казахстан, также Италия, Бельгия, да, и многие другие, Киргизстан и многие другие. Очень удачно, что в данной программе в этом году были представительства фактически всех континентов, и разные видения были разделены во время программы. Участники слушали наших экспертов, наших спикеров, представителей разных отраслей. У нас участвовали эксперты из энергетической сферы, из экономической и так далее. И также участники имели возможность поделиться между собой своими опытами и опытами своих стран. Мы считаем, что данная программа очень успешная. Она помогает тому, чтобы налаживать отношения между Азербайджаном и другими странами, и также показать Азербайджан с лучшей стороны. Что даст им? Данная программа, мы считаем, что она дает и дала участникам возможность узнать о регионе, что непосредственно поможет им в их дальнейших карьерах, как представители их организации, потому что у нас здесь представители дипломатической академии, у нас есть исследователи, представители университетов, и непосредственно вот эту информацию, которую они получили за эту неделю, они смогут это применить в своих работе, улучшить, вероятно, качество своей работы, и также, что очень важно, помочь налаживать отношения между нашими странами. Бажа, салам алейкум. Вас тоже поздравляем. Принимали участие в этом проекте и сегодня получили сертификат. Ваши впечатления в этих квалификационных курсах и поездках в Баку? Я думаю, что организация на высшем уровне, сохранена, значит, логика именно предоставления материала, то есть это лекции, это абсолютно тренинги, это посещение государственных органов, плюс, конечно, последнее, то, что мы сделали вчера, это поездка в регион, где были военные конфликты. Ну, как вы видите, пример Казахстана, что со дня подписания
подписания Декларации о независимости Казахстан полностью, значит, обозначил свои границы, подписал соответствующие документы. Поэтому это важный и правильный шаг. И когда на уровне президента озвучиваются такие вещи, что мы, значит, имеем свою границу, то каждому человеку очень важно понять это. И вот те небольшие вспышки, которые происходят на границах между, значит, Киргизией, Таджикистан, Узбекистан, то есть это показатель того, что вовремя не решили вопросы с границами. И в этом смысле, конечно, считаем, что вот пример Азербайджана, пример тех конфликтов, которые происходят на Украине и в России, да, что необходимо все решать мирным путем. Необходимо сесть за стол переговоров и договариваться непосредственно с коллегами, с людьми, да, именно за столом переговоров. Но ни в коем случае не брать оружие, ни в коем случае не доводить, значит, разрешение конфликта военным путем. 16 декабря – это один из таких трагических моментов в истории казахского народа. Правильно вы говорите, в 1986 году казахская молодежь, она боролась за свою независимость, и сейчас мы, потомки этой молодежи, пожинаем плоды, живем в процветающем независимом государстве. И это очень важно понять, что мы можем делать все, потому что у нас есть своя земля, своя независимость, свобода. И я думаю, что наша молодежь, да, подрастающее поколение это ценит с точки зрения даже тех геополитических конфликтов, которые происходят в нашем регионе. Наши предки хорошо говорили, у кого, если нет прошлого, не будет будущего. Ну, мы очень ценим и уважаем наше прошлое, наших соседей. И у нас в идеологии уже заложено, что мы всегда во все времена уважали своих соседей, ценили, и все, что у нас есть, последнее мы отдавали нашим соседям, мы отдавали нашим гостям. История это показывает, и чеченский народ, да, был репрессирован, да, на нашу территорию. И очень много таких моментов в нашей истории. Поэтому, опять-таки, я говорю, что наше государство, наш народ, он приверженец мира, свободы, значит, разрешения любых вопросов, спорных вопросов только через мирные переговоры, через инструменты дипломатии. Спасибо большое. Думаем, наш следующий репортаж тоже будет интересен и привлечет ваше внимание. Он был создан 3 месяца назад в поселке на окраине Баку. Это место – одно из любимейших центров развлечений туристов и местных жителей. В ковровом доме Янардак выставлено более 400 видов старинных ковров. Сохранились даже ковры из Ереванского и Карабахского районов, Губи и нескольким районам Азербайджана, которые были сотканы несколько сотен лет назад и сохранились до наших дней. Владелец этого центра Джан Полат, врач по профессии, ездил из деревни в деревню и собирал старинные ковры, которым грозит исчезновение, и создал этот музей. Здесь выставлено множество видов ковров, цена которых составляет от 50 тысяч до 100 тысяч долларов. Совершая короткую экскурсию, вас наполняет чувство восхищения от красивых узоров и изысканности изделий, имеющих многодесятилетнюю историю. Здесь также много медных сосудов. Посуда и самовары изготовлены из меди. Во время нашей встречи Джан Полат сказал, что продолжает искусство ковроткачества своего отца. Они собирали все свои образцы из деревни в деревню. Примеров, так сказать, ретро-объектов в этом музее довольно много.
Когда мы спросили владельца центра Джан Полада, как создавалось это пространство, наш собеседник отметил, что на самом деле все объекты собирались не в короткие сроки. Многолетняя работа окупилась. Эти ковры являются носителями жемчужины национальной культуры азербайджанского народа. Мой отец тоже был ковровщиком. Вот что осталось от него в наследство. Я сам живу здесь, в деревне Мухаммад-Али, и мы решили создать музей ковров. Мы хотели, чтобы наши нынешние и будущие поколения знали ковровую культуру. Мы поинтересовались у Джан Полада, есть ли помимо выставочных образцов ткацкие станки, а также ткут ли здесь ковры. Наш собеседник добавил, что здесь одновременно молодые люди учатся ткать ковры и ткут новые изделия. Он сказал, что эти ковры являются одновременно и произведениями современного искусства, и лечебными коврами. Так как я врач, хочу сообщить вам, что эти шерстяные ковры обладают еще и целебными свойствами, потому что ковры из пряжи, окрашенные натуральными красителями с древних времен, считались лечебными. Красочные портретные ковры, являющиеся распространенным видом ковров в старинном народном творчестве, изготавливаются в любой цветовой гамме. Может быть изготовлено из полипа, арши, шерстяной и полиэфирной пряжи по вашему желанию. Движущиеся нити на ковре можно почувствовать рукой. Доступны различные модели разного размера и веса, с бахромой и без нее. Цвет не тускнеет. У нас старинные методы окрашивания. Ковер можно стирать в соответствии с инструкциями по стирке. Перед изготовлением ковра готовится и отправляется вам эскиз по вашему портрету. После согласования заказ подтверждается и начинается подготовка ковра. Он готовится и доставляется примерно за 15-30 рабочих дней. Коврики, сделанные на заказ, полностью персонализированы. Джан Полад с энтузиазмом сообщил, что в музее находятся все виды ковров, принадлежащих Азербайджану. Также огромное количество старинных предметов быта. К примеру, очень полезные блюда получаются, когда во время еды используется медная посуда. Наш собеседник отмечает, что поскольку гостей много, здесь также используются образцы национальной кухни. Очень отрадно, что школьников возят сюда на экскурсии в разные дни недели. Организуются различные типы конференций и мероприятий. К нашей беседе присоединилась Хагикат Гаджиева, доцент Азербайджанского университета языков, одна из любителей нашего национального искусства. Она сообщила, что ее депортировали в Гейчинский край западного Азербайджана. Теперь вы можете спросить, откуда я знаю искусство ковроткачества и как его ткать. Здесь нет ничего удивительного. У нас в деревне в каждом доме был ковроткацкий станок. В свободное время, как и все молодые девушки, я научилась ткать ковры. Семьи ткали и продавали ковры, чтобы удовлетворить свои потребности и сохранить искусство. Нас было 10 детей в семье. Мы все помогали маме в этой работе. Таким образом, ковроткачество стало нашим вторым искусством. Мы могли ткать все виды ковров. Во время депортации мы смогли привезти в Азербайджан наш ковроткацкий станок, и я даже сама соткала свой ковер для приданного. Отрадно и то, что спустя 33 года после депортации мы встретились здесь, как школьные друзья в музее ковров доктора Джан Полада. Мы почтили память нашей исторической родины и наших прошедших дней. Мы тоже приходим сюда, когда к нам приезжают гости. Я и сейчас люблю вязать. Хагикат Гаджиева даже показала свое мастерство. Доктор Джан Полад сказал, что музей построили за счет больших средств на создание такого места. Он отметил, что семья должна содержать наследника по отцовской линии. Это 8 братьев и сестры. В
Присоединяюсь к доктору Джан Поладу. Ни один из ковров, выставленных здесь в настоящее время, не может быть найден нигде. Один раз сотканный ковер уже никогда не будет повторяться. Узор имеет цепные петли, похожие на латинскую букву «С», что указывает на то, что они сделаны из натуральных красителей. Например, натуральные красители получали из луковой шелухи, плодов шиповника, розы и клюквы. Доктор Джан Полад также сообщил, что используемая здесь медная посуда полностью безвредна для здоровья. Он отметил, что в прошлом наши предки в изобилии использовали медные сосуды. У сестры Джан Полада Махбубы тоже много работы. Сборочные и другие швейные работы. Дизайн принадлежит также ей. Хотя она юрист, но работает дизайнером. Здесь много старинных вещей. И в них заключается память, чтобы предоставить будущим поколениям яркие образцы нашей культуры и стать наследием. Несмотря на многое, мы добились своего и приглашаем всех гостей посетить наш музей и стать гостями нашей национальной кухни.